Владимир Путин на этой неделе призвал исправить все ошибки при частичной мобилизации и не допускать их впредь. Верховный главнокомандующий напомнил, что в зоне СВО необходимы, цитата, «прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Неправильно, отметил президент, когда некоторых добровольцев, которые приходят в военкоматы без повесток, разворачивают обратно и при этом призывают на службу тех, кого нельзя. Почему такие ошибки нужно исправлять быстро и без суеты, тоже очень даже понятно. Во-первых, такие просчеты добавляют дополнительной нервозности к обстановке, которая и так сейчас достаточно накалена. Во-вторых, это судьбы людей, играть с ними непозволительно. Ну и в-третьих, каждый такой просчет дорого обходится экономике. Уже сейчас многие компании, особенно из числа малого и среднего бизнеса, бьют тревогу. Первоклассные специалисты всегда нужны, а сейчас особенно, чтобы экономика и промышленность стабильно работали, чтобы укреплялся технологический суверенитет страны и реализовывались проекты по импортозамещению. В этом деле и так не все просто и гладко. Есть много своих подводных камней. Об этом в нашем репортаже. Это великое счастье видеть результаты своего труда. В этом смысле Геннадий Гусаков – человек безусловно счастливый. Служил в ракетных войсках, закончил автомеханический техникум и Камский политехнический институт, работал на КАМАЗе, на ЕЛАЗе, но всегда мечтал иметь свое дело. В середине 90-х мечту удалось воплотить в реальность. И пусть это был крохотный цех по производству алюминиевых профилей и небольшое мебельное производство, зато это было свое дело – поднятое, можно сказать, с нуля в чистом поле. Геннадий Гусаков шел к своей мечте шаг за шагом, станок за станком, линия за линией. Перспективу он увидел сразу. Сколько таких профилей нужно для производства той же мебели, а сколько их завозят из-за рубежа, а для рекламных конструкций, а в автомобилях, а при строительстве мостов. Это же Клондайк, Эльдорадо. И судостроение, и автомобилестроение, и, значит, авиация, и, значит, энергетика. Сегодня продукция завода «Росло» помогает и другим российским компаниям из смежных отраслей сохранять независимость и технологический суверенитет от западных поставок. Наши профили по качеству намного лучше, а по цене, естественно, доступнее. А вот где наше слабое звено, так это в станкостроении. Все линии на заводе Гусакова производства Германии и Италии, и дай бог они прослужат долго. А если снова запускать производство с нуля, где найти сопоставимое по качеству оборудование? В Китае? В производстве оборудования, особенно такого класса, мы отстали. У нас такие же люди, как и везде, значит, у нас такое же образование, как и везде, даже в чем-то лучше. Поэтому, конечно, все это дело возможно сделать. Просто, значит, нужно, чтобы появился дух необходимости и, значит, поддержка какая-то в этом отношении этого духа. Дух необходимости есть, да и ниши для производства открываются одна за другой после массового ухода европейских компаний. Тоже оборудование для проведения сварочных работ. Еще год-два назад это были на 90% западные и китайские образцы. Сейчас их активно замещают наши производители. Кедры – это полукитайские и полуроссийские, но я так понимаю, что сейчас они тихонечко станут уже полностью российскими. Сам Павел уже всерьез задумывается, чтобы к торговому и сервисному бизнесу присовокупить производственный. Может быть, когда-то найдутся силы и средства для производства оборудования для сварки, пока же он осваивает производство жалюзи. Та поддержка, которая у нас оказывается в Татарстане, ее нигде нет. Я потому что сейчас организация у меня в Москве тоже, магазины. То есть я стал обращаться за поддержкой, которую я привык здесь получать. В Москве ее просто нет. И мне это гордость дала, что в Татарии. То есть, и на самом деле, я сам пользуюсь. То есть я взял, допустим, там крупную сумму, мне дали на поддержку. К новому повороту в своей карьере готов и предприниматель Руслан Нигматуллин. Его компания успешно занималась и занимается поставкой подшипников. В основном из европейских стран и Китая. Сейчас структура поставщиков изменилась кардинально. Китай превалирует, а российские производители закрывают только 30% рынка. Куда двигаться, понятно, в направлении собственного производства. Другое дело, что для этого нужна мощная поддержка и государственное софинансирование. Энтузиазма много, но поддержка, конечно, нужна. Вообще сейчас сложность в чем? То, что государство определяет каких-то
определенные компании и финансируют их, чтобы они больше расширили свое производство или увеличили номенклатуру. Я считаю, что нужно такие предприятия, наоборот, создавать конкуренцию, чтобы в каждом регионе было по подшипниковому производству, по микрочипам и всем остальным автомобилестроению, электронике, потому что это позволит в России создать конкуренцию, когда предприниматель с предпринимателем будут за технологиями гнаться. И тогда мы освоим это быстрее, во-первых, и сможем вытеснить отсюда азиатские страны, ну и заменить европейские. Еще одна компания из Челнов с амбициями, предприятие «Хортум», занимается разработкой и производством различной продукции, в том числе таких вот сильфонных компенсаторов. Продукция крайне востребована и применяется в различных трубопроводных конструкциях. Ребята работают с выдумкой, с вдохновением, это даже можно судить по тем условиям труда, которые они создали сами для себя. «Хортум» – классический завод-производитель полного цикла. Все станки, технологические линии разработали сами. Удивительно, но сегодня эта качественная и нужная продукция в один момент может оказаться невостребованной. Причина – разработанный, как подозревает в «Хортуме», недобросовестными конкурентами госстандарт, который поставит крест на продукции челнинского предприятия. Самое поразительное, что никакого критического влияния на качество этот стандарт не имеет. Зато имеет мощных лоббистов, за которыми стоят в том числе иностранные производители из недружественных стран. Это сильфонный компенсатор наших конкурентов. То есть вы делаете то же самое? Мы делаем то же самое, но именно рассчитано под наши условия. Именно для нашего климата, для нашего потребителя. Здесь я вот смотрю надпись даже «Made». Да, это вот сделано Made in Italy, в Италии сделано. Но они себя позиционируют как производители именно Российской Федерации. Вот. Но по качеству мы сопоставимы. Поставимо даже в каких-то планах лучше. Наша продукция может быть вытеснута с рынка. Мы внесли свои замечания и направили в институт стандартизации. Ответа пока, к сожалению, мы не получили. Я считаю, это признаки недобросовестной конкуренции в отношении малого, среднего и даже другого крупного бизнеса. Потому что при создании таких технических комитетов, безусловно, те, кто за это отвечает, это в первую очередь Росстандарт, они должны учитывать интересы всего рынка. И надо отдать должное Росстандарту, огромное спасибо, и РСПП, комитету по стандартизации, они откликнулись на нашу просьбу. И сегодня до 70%, можно сказать, наших замечаний уже учтено. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.